Необъяснимое чувство страха, колебания настроений, эмоциональное напряжение и острые приступы паники. Все это симптомы тревожных расстройств, разновидность которых обширна. Однако есть у всех типов повышенной тревожности нечто общее. Встречаются они все чаще. Ведь согласно статистике, с повышенной тревожностью сталкивается примерно 30% взрослых по всему земному шару. А социологи с завидной регулярностью сообщают о росте тревожности среди жителей самых разных стран, от России до Австралии. В Абхазском государственном университете на факультете биологии и биомедицины также провели исследование уровня тревожности среди студентов, презентация которого состоялась в рамках отчетной конференции. О результатах нам рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии человека и животных Нателла Квикескири. На сегодняшний день тревожность, к сожалению, присутствует у всех, но она должна присутствовать в каких-то определенных нормах, да, каких-то рамках. Если она превышает какой-то предел, то это уже приводит к какой-то дестабилизации самой личности. Но и поэтому наше исследование было посвящено исследованию вот уровня тревожности у студентов первых, вторых, третьих курсов, чтобы посмотреть, как эта тревожность изменяется. В рамках исследования рассматривали, по словам Нателлы Квикескири, тревожность ситуативную, то есть эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию, и личностную, устойчивую индивидуальную характеристику, проявляющуюся в предрасположенности человека к тревоге и беспокойству. Исследования проводились на выборке более 100 человек. Мы использовали определенную методику и интерпретировали данные уже исходя из ориентировочных вот этих оценок, бальных оценок тревожности. И там были определенные баллы. До 30 баллов низкая тревожность, до 44 умеренная, и 45 и выше это была уже высокий уровень тревожности. Это была методика Спилберга Ханина, которую широко используют сейчас, и по ней мы и работали. Ну и оказалось, что у студентов, первокурсников уровень тревожности намного больше, чем у второго и, соответственно, третьего курса, и ситуативной, и личностной. Как отметила Нателла Квикескири, повышенную тревожность у студентов первого курса можно объяснить особенностями адаптации, играющей ключевую роль в реакциях на изменения жизненных условий. Но исследователи это связывают с тем, что первокурсники, для них первый год обучения – это самый тяжелый год, и это связывается с особенностями адаптации. Отмечали, мы работали, изучали этот уровень тревожности этих и первого, второго, третьего курса. Изучали в начале учебного года, это сентябрь-октябрь был, и в конце учебного года, чтобы посмотреть изменения, то есть в зачетную сессию специально выбрали. Но и оказалось, что уровень в зачетную сессию чуть ли не в 2 раза у всех повышался, на всех курсах и в целом у всех студентов. Резко возросший уровень тревоги в период сессии, пожалуй, удивления не вызывает. Однако, как рассказала Нателла Квикескири, повышенное беспокойство и тревожность напрямую влияют на результаты деятельности человека. Она скорее мешает проявить себя, проявить все то, что он хочет и показать как себя. Да? Даже почему мы взяли эту зачетную сессию, близко уже к экзаменационной было, и потом мы рассматривали результаты экзаменационных сессий зимней и летней, и показала даже, что высокотревожные студенты, они имели низкую успеваемость. Скорее всего, это и мешало даже в обучении. Многочисленные эксперты утверждают однозначно, над повышенной тревожностью необходимо работать и обязательно следить за показателями, дабы определить беспокойство сразу и решить проблему у профильного специалиста сферы ментального и психического здоровья. Нателла Квикескири подтверждает, тщательный контроль уровня тревожности действительно очень важен. Она поделилась, что на факультете продолжаются исследования по теме ментального здоровья. Например, планируются исследования в области адаптивного поведения. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.